зовут Будревич Вадим, работаю на этом предприятии уже 6 лет, с 2014 года, получается. Пришел обычным рабочим, со временем обучился на профессию водителя-погрузчика. И когда происходило объединение складов в отдел складской логистики, остался на складе фабрики макаронных изделий, уже работать в качестве водителя электроштабелера. Но учеба была не сильно долгой. Скажем так, основное это было все-таки обучение водителя-погрузчика. То есть уже управление штабелером это как дополнительно идет. И оно уже немножко быстрее обучение. А водитель-погрузчика, как и на всех предприятиях, то есть там идет сначала обучение на курсах, практика на заводе, сдача экзамена. То есть, в общем и целом, где-то в среднем занимает от месяца до 2 месяцев. Рабочий день начинается у нас с 8 часов утра. Мы работаем посменно, с 8 утра до 8 вечера, 2 через 2. У нас вот такой график. Вот. Ну и, естественно, в процессе в нашу работу что у нас входит в обязанности? Ну, это в первую очередь самое главное. Приемка готовой продукции с фабрики макаронных изделий и отгрузка готовой продукции покупателям, кто покупает эту продукцию. На машины, на вагоны. Вообще работа на складах подобного типа, она довольно опасная. И надо аккуратно работать и с погрузчиком, и с штабелером. У нас даже в штабелере предусмотрено альпинистское оборудование для того, чтобы, если что, спуститься сверху. Ну и в процессе, конечно, еще приходится работать как и непосредственно водителю погрузчика, то есть управлять погрузчиком, помогать грузчикам в погрузке готовой продукции. Ну, то есть работа такая, как бы, не очень сложная, но в то же время немножечко интересная и, как водитель штабелера, немножечко и опасная. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.